Так, начинаем, да? Добрый вечер, всем привет. Меня зовут Аза Авдали. Сегодня в гостях у Рёд Аза почетный член Российской академии художеств, скульптор Тимур Рашоев. Уважаемый Тимур, я рада вас видеть и спасибо огромное, что вы согласились на это интервью. Я очень рад встрече и готов отвечать на ваши вопросы. Спасибо. Слушайте, но я хочу вам признаться, что вы в каком-то смысле для меня так называемая терра инкогнита, потому что, ну, к сожалению, я мало что о вас знаю. Конечно, я слышала о том, что вы, ну, человек из группы, из команды, причем первого эшелона великого Зураба Церетели. Я знаю, что вы блестящий художник и скульптор, но, тем не менее, этого было недостаточно, чтобы составить о вас какое-то представление. И подозреваю еще, что, ну, имею такое смутное подозрение, что для какой-то части Рёд Аза, аудитории Рёд Аза, ну, тоже вы, так сказать, ни сном, ни духом они о вас. А потому для меня сегодня очень важно, чтобы в процессе этой нашей беседы, чтобы это интервью способствовало тому, чтобы вы стали, ну, как это сказать, открытием и откровением не только для аудитории Рёд Аза, потому что путское пространство русскоязычное, оно ведь не ограничивается только сайтом Рёд Аза. И мне бы хотелось, чтобы именно это и произошло. А еще хочу по секрету вам сказать, по секрету всему свету, ну, так сказать, выражаясь фигурально, сорока на хвосте принесла, я услышала о вас очень комплиментарные вещи, что вы фантастически талантливая личность, что вы человек с богатым внутренним миром. Что мне очень понравилось о вас, мне сказали, что вы прелестно наивный и очень-очень скромный человек. Такой набор качеств, знаете, это все делает вам честь и славу. И я очень рада, что вот у меня есть возможность сегодня как-то поглубже вас узнать. Вот, ну что, с учетом всего этого, я предлагаю начать нашу беседу, знаете, с каких-то очень базовых вопросов, да, а потом, так сказать, потихонечку, может быть, мы выйдем на то пространство, на котором мы с вами сможем обсудить какие-то гораздо более важные вопросы. Ну, я знаю, что вы, как и я, уроженец города Тбилиси, и после школы вы пошли учиться в Тбилисское художественное училище, не в ГПИ, не в университет. Вот вы знаете, что меня интересует? Вы пошли туда, потому что это вы выбрали профессию, или можно сказать, что профессия выбрала вас, потому что какое-то ваше окружение, семья ваша, может, учителя говорили: слушай, Темо, ну ты такой талантливый, ты должен идти только в художники. Как у вас было это? У меня сложилось так. У меня семья многодетная. Нас 5 братьев и 2 сестры. Ну, как обычно, все наши родители занимались чем? Рабочие были. Я жил в доме специалистов. Это знаменитый двор во всем Тбилиси. Там буквально целая армия художников, артистов, певцов, академиков жили. Я в детстве был такой вот очень подвижный ребенок, всегда чем-то занимался, что-то мастерил, что-то делал. И меня заметила Марика Даушвили, это сестра нашего Коте Даушвили, народного артиста СССР. Мы были соседями. Она меня заметила и пригласила к себе сначала, домой. Мне понравилось. Начал рисовать. И с тех пор я вот на улице меня уже никто не видел. Я целыми днями у нее пропадал. Проходил домой, потом дома еще рисовал. И в течение вот где-то 2 года, 2-3 года я у нее так вот проходил вот эту стажировку, рисовал.
И после окончания с 8 класса я вышел со школы и поступил в Тбилисское художественное училище. Там тоже прекрасные люди меня встретили. Этот наш главный учитель Акаки Чумбуридзе. Милейший человек, милейший человек. Я вообще-то, между нами говоря, мне в людях, на моей жизни, в людях очень повезло, добрых людях, откровенных людях, чистых людях. Как это важно, правда? Как это важно? Да, очень важно. Вот я тоже могу похвастаться, что мне везло с учителями всегда. Да, если вот эта Марика, Царство Небесное, дай Бог, я очень ей благодарен. К сожалению, ее не стало. Если ее не было бы, то я не знаю, куда я пошел. Наверное, традиционную, куда наши изиды ходят, работать. Вот этим мне повезло. Потом... неизвестно, как было бы, но вот повезло вам, правда, это правда. Да, да. Потом во дворе у нас двор огромный, жил народный художник, народный скульптор СССР Шота Микададзе. Вся семья у них была скульпторов. Джуна Микададзе, Елена супруга тоже скульпторшей. И они меня тоже попросили, говорят, Тимурио, что ты ходишь туда вот к Марике каждый день? Потом с папкой они меня увидели, я показал все свои рисунки, им очень понравилось. Заходи и ко мне тоже, потому что я обижусь. И у меня тоже должен поучиться. И параллельно я и к ним ходил, лепкой занимался. И вот так вот пошло. И главное, хороший учитель, Акаки Чумуридзе, гениальный человек был, очень просто, тбилисский. Он очень много мне уделял внимания. Я долго учился, но со временем, с толком. Если сравнить первый месяц и потом через 3 месяца, что у меня было, он небо и земля было. Он очень доволен был мною, помогал мне. И после тогда вот была хорошая очень традиция в советское время, да, все учеников с академии, с техникума, с училища, они прикрепляли видным художникам. Так, для продолжения учебы, да. И вот нам повезло, мою группу прикрепили Зурабу Константиновичу. Тогда у нее огромная мастерская была на Павлова, на улице Павлова, в Тбилиси. И вот прикрепили, мы где-то 2 года у него стажировались, хорошо работали, показали себя. После этого он человек такой очень, знаете, взгляд у него очень острый, моментально он разгадывает, кто на что способен. Да. Он меня оставил у себя в группе, двоих оставил у себя в группе, и после окончания мы у него начали работать. Я вот с тех пор уже 50 лет я у него, вначале я занимался мозаикой, потом, увидя мои способности, предложил мне заняться витражами из цветного хрустального стекла. Это это очень сложная техника витражей вообще, да? Сложная техника, сложный процесс работы, тяжелый, очень такой скрупулезный. Нужно очень большие нервы иметь, чтобы этим делом заняться. Там очень много всяких техник, жанров существует, я это тоже знаю. Скажите, пожалуйста, Тимур, и вот вы, значит, какое-то время после окончания вы работали, что-то делали там, и дальше что было? Первое исполнение, моем исполнении первой работы была в 1976 году в Сочи. Там огромное панно. Так, вы вылетели? Огромное панно витражное. Я сделал композицию, такая морская композиция была. И после этого вот так вот пошло и в Москве, и в других городах Союза. Очень много работы. Я хочу вас спросить, вот о чем. В какой-то момент своей, так сказать, творческой деятельности Зураб Церетели, который уже был к тому времени известен, я помню, я училась в университете, о нем уже все говорили, потому что он часто уже ездил и за рубеж, он и у Пикассо был и прочее, да? И он часто делал какие-то проекты для Москвы, в союзном значении проекты у него были.
Ну и я не помню, в каком году он переехал уже в Москву. И он позвал вас и сказал, что Темо, двор переезжает в Фонтенбло, то есть в Москву. В то время, да, еще с советских времен он готовился, вот, Поклонная гора, музей Поклонной Да. горы строился, потом заморозили. Он тогда в то время закупил очень много стекла, хорошего стекла, специально для вот Поклонной горы. Ну, и вот в 93 году это, начали восстанавливать все, и нас пригласили сюда вот. Мы переехали с материалами, там все очень, потому что объем работы очень большой был. Там на несколько лет, но мы все справились. Я вот витраж площадью где-то 300 квадратных метров, очень крупная работа. Это если нормально работать, да, вот с моей бригадой, это на год работы. Мы завершили за 3 месяца. Отлично. И до сих пор иногда, вот когда хочется вспоминать свои молодые годы, я хожу туда и любуюсь. Потом Здорово. Работа за границей. В Японии была хорошая работа у меня. В Америке, в представительстве СССР при ООН. Вот каждый раз, когда Лавров приезжает в Америку, всегда интервью, там, когда организуют какие-то встречи, да, на фоне вот этого витража его всегда показывают. Скажите, пожалуйста, Тимур, это именно ваша работа или это считается работа мастерской Церетели? Это работа, художественная работа Церетели Зурава Константиновича. Я исполнитель. Вот, вы понимаете, вот у меня к вам вопрос, вы можете отвечать, а можете не отвечать на этот вопрос. Вот когда конкретно даже вы реализуете идею Батона Зураба, да, мэтра вашего, да. Но вот вы можете сказать, что вот в этой работе ваша душа, ваш талант, звучит вот ваш ноктюрн, ваши флейты. Ну, это же так, вы проезжали мимо... Обязательно. Зураб Константинович, знаете, наш воспитал, дай Бог ему здоровья, он очень много давал нам вольности в искусстве. Мы принимали решения сами, иногда, он же над головой у нас же не стоял, нет? Он ездил, а палитру, характер его рисунка я изумительно знаю. Я на память все могу, все, любое время дня и ночи, разбудить меня, я скажу все, что нужно, и сделаю как нужно. Так вот. Ну, наверное, он это знает. И знаете, вот я, пользуясь случаем, хочу сказать не вот о чем. Художнику дано, когда вот он дает очень много вольности, да, права своему исполнителю. Да. А исполнитель это как бы теневая часть вот художника. Ты должен знать его палитру, его линии, характер рисунка. Это очень важно. Да, вот здорово. Но знаете, что я хочу сказать? Ну, это же общеизвестный факт о Зурабе Церетели. Ну, сложилось определенное, так сказать, мнение, к сожалению, совершенно не соответствующее действительности. Вот для меня лично этот человек сделал для русской культуры столько, сколько мало кто сделал. Ведь неспроста, но почти 25 лет он президент Академии, да? Он сохранил традиции императорской Российской Академии. И люди, знающие, элита российская, она это прекрасно понимает. А он обижается на какие-то вот такие глупости этого планктона, которые о нем распространяют. Знаете, он как-то мне мудрую вещь сказал, говорит, Тимур, говорит, не обращай внимания на негодяев, на завистников. Если они тебя ударили по правильщике, поставим левую, пусть успокоится. Время, свою жизнь очень коротка. И не трать на такие безумные вещи, отвечать им, спорить с ними, это бессмысленно. Слушайте, какой мудрый человек. Ну, воевать со всеми, знаете, вот сил не хватит, нервов не хватит. А так вот, это правда. Есть прекрасные художники, да, которые понимающие художники. Есть люди, которые плохо и работают, и плохо живут. И плюс еще плохо, вот с нервной системой очень плохо. Зависть – это очень вредная да, это самое отвратительное, что может, да. Ну, слушайте, вам повезло не только с учителем-профессионалом, но вам повезло и как бы, ну,
с пастырем вашим, что ли? Он именно вот... Я в этом вот, я очень счастливый человек. Я все, что я задумал в жизни, так, все, слава Богу, у меня и дом, и семья хорошая, там, все. В этом мне повезло. Вы Дай Бог расскажите о ему за вашей это, что он семье. очень добрый Расскажите о человек. вашей Мне очень семье. много помогал он. Очень много помогал. Без Тимур, расскажите никаких о вашей семье. сложных, какие-то сложности, если были, всегда он мне даже наперед видел, что я какой-то грустный, да, он меня начинал там догадывать, что, как, ну, и все, Хорошо, до сих пор мы как вот друзья уже. Мы да. друзья. Ну, я вас очень прошу, расскажите о вашей семье. Вы уже упоминали, что у вас семья, дети и прочее. Ну, вот Большая у меня семья. вот сын и дочь. От сына у Так. меня 2 внука, мальчик и девочка. Девочка на экономическом учится, уже в этом году заканчивает. А мальчик поступил на колледж поступил на маркетинга, учится. Мгм. А дочки у меня 3 внуков. Одна Ну, заканчивает сейчас богатый человек. медицинский на стоматолога, вторая в этом Здорово. году поступила на юриспруденцию, и Да. один у меня внук на будущий год тоже хочет поступать уже. И Так. плюс еще у меня правнучка родилась, Которую зовут? которую зовут Мадлена. Ну, круто, очень круто. Вот так вот. Да, это Супругой, очень, мы очень уже, здорово. Ну, вы пример супругой, для я уже женат, я подражания, уже знаете. 74-го года, уже почти, сколько там, 40 с чем-то лет. 46 лет, 45, 46. Мгм. да. Живем Слушайте, мирно, ну дружно. это... Мгм. Я, знаете, что хотела вас спросить? Вот помните, когда я вам позвонила, чтобы договориться об интервью, вы как-то так вскользь что-то сказали, я не стала, значит, этот вопрос углублять, переспрашивать. Думала, что вот если состоится интервью, то спрошу вас. Вы что-то такое сказали, упомянув шейхов и пиров. Что вы имели в виду? И я, знаете, вот, Аза, некомфортно себя чувствую, когда вот смотрю на наших молодых, да, вот они вот, вроде бы недостаток у них нет, не только мои, а и другие тоже. Почему-то они идут вот, ну, наверное, душа требует, потому что их друзья ходят в церковь, да, свечки ставят, а нам некуда. Так, Он спрашивает, вот что за у нас надо, что за у нас вера, когда мы хотим вот пойти, да, куда-то вот, свечку поставить, помолиться, да, подышать этой аурой церковной, да, и нам некуда. И они ходят в православную церковь. Ну, Божий дом это один, конечно, но вот меня вот это возмущает, почему у нас в Москве, в Тбилиси, дай бог, вот там видным нашим людям, бизнесменам, там это Сулико, Иско, там Дима, они создали очень хороший памятник и для себя, и для нашего народа. Куда вот, слава богу, куда ходят, да, я уже слышала об этом. И я да. знаю, А что здесь вот, им очень здесь, помог Нахчерван, да, в этом вопросе тоже. Было дело? здесь, да, вот у нас вот в Москве вроде бы очень много богатых у нас людей, да, сколько поднимаем вопрос об создании какого-то культурного центра хотя бы. Ведь чтобы как-то Слушайте, меня приучить знаете, наших что молодых, интересует? сначала стариков, да, вот вроде меня, да, взрослых людей, потом молодых. Ни, никаких движений. Ну, слушайте, Тимур, но вы же понимаете, что, понимаете, это личное дело каждого. Я сейчас не хочу быть крайне категоричным в этом вопросе, но у всех есть свои представления. Вот вам лично это нужно, правда? Мне Но нужно для вы души, допускаете, понимаете, что успокоение им не нужно души. вашей молодежи? Ну, Что? хорошо, вот скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, ну, крамольный вопрос. Вы считаете, что вам помогут духовенство? Если они, знаете, вот наше духовенство на протяжении вот этих много тысячелетий, да,
ни Откуда вы разу знаете? не реформировалась бы. Никогда. У Вот. них то, что было 1000-2000 тому назад, они вот это вот тянут и тянут. Ни книг Ну, нету, да? Ну, значит, можно... с какой-то целью они тянут. Они же с какой-то целью это тянут, если, как вы говорите. Я не знаю, например, но вы это утверждаете. Понимаете, в чем дело? Случилась какая-то трагедия, на мой взгляд, и она не только связана с курдами и с вот этой религией курдской. Вообще вот эти вещи важные, так сказать, неприходящие, они очень трудно фиксируются и трудно определяются, потому что времена меняются. Я имею в виду времена не на протяжении там недели, года или десятилетий, на протяжении тысячелетий. Понимаете? И эта область, она очень пластична. Меняются времена, меняются представления, меняются приоритеты. Мы не можем требовать, чтобы все время было одно и то же. Но раз вы говорите именно вот о присутствии духовных людей в вашем пространстве, вашего мировоззрения, вашей жизни, то я, например, не очень уверена, к сожалению, что этим людям что-то удастся. Я не говорю о нас, о российских курдах и езидах, которые живут, да, у нас не так много проблем. Но, вы знаете, я почему, вот, так сказать, ну, поддержала ваш этот разговор и решила сказать, чтобы мы его обсудили. Потому что огромное количество езидов там, вот в Ираке, да, и в Сирии, они пережили, ну, настоящую атомную войну, которая выжгла им жизни, судьбы и души, понимаете? И в этот момент слово пастыря, мы эволюционно, каждый человек, вот природа наша требует, чтобы кто-то защищал нас, чтобы кому-то мы пришли, что-то сказали, наши сомнения, наши тревоги, нашу боль, наш крик, понимаете? И вот то, что сейчас пережили езиды, это страшное. Я хочу вам привести один единственный пример. Я не могу о нем не говорить. К сожалению, в этих лагерях наши дети, езидские дети, вот в огромном количестве кончают жизнь самоубийством. Вы слышите, что я говорю? Дети кончают жизнь самоубийством, понимаете? Потому что там скопилась какая-то очень страшная энергетика. Ну, традиция в этом регионе Земли, вот в регионе ислама, в пространстве ислама, она вообще, так сказать, к женщинам, к девочкам относилась и относится не очень хорошо. И, к сожалению, вот езидский мир тоже и курдский, они восприняли вот эту традицию ранних браков. Девочек, детей, понимаете, дают вот, ну, на растерзание, ну, я не знаю, на поругание выжившим из ума мужикам, которые за 50 лет. И вот был недавно случай, кстати, Белла Стоки об этом говорила в своем интервью с этим вот, с одним езидским чиновником. Понимаете, меня что пугает? Меня пугает, что если в таком вопросе духовенство, которое обязано эту проблему разрулить и поставить какой-то, понимаете, ну, нельзя сказать, это нельзя, детей отдавать на поругание. Почему духовенство это не делает? Вот я вижу, как они мечутся, вот, уж там вся время ходит. Хотя нет, я должна понимать, справедливости ради я должна сказать. Вот, например, последнее, что сделала Баба Шейх, когда этих наших девочек, взятых в сексуальное рабство этими исламистами, он совершил церемонию очищения. Это был великий шаг. Но это нужно идти дальше. Вот вы говорите, некуда идти. Да, некуда идти, я согласна. Почему тогда в Москве, в России не строится тоже что-то, какой-то храм? Что-то, ну как место храма в душе человека для меня, не для меня. Для меня связь с Богом, она не требует какого-то храма, и я не хочу прийти кому-то, чтобы он мне что-то говорил. Я без него решу проблемы. Но огромное число людей, огромное, миллионы людей требуют это. Значит, что, нужно об этом подумать. Вот вы человек искусства, духовный. Я вас перебью, да? Вот да, я, извините. например, вот, как я думаю, да, вот не имея человека, который не имеет дома, да, этот человек безответственный. Как это можно нормальному человеку, да, не иметь Божий дом? Тогда что? У нас, во-первых, у нас ответственности нету никакой. Мы не перед Богом отвечаем, не перед нашими вот этими шейхами и пирами, да, не отвечаем. Потому что мы безответственно подходим к этому вопросу. А возьмите вот я очень рад, когда вот смотрю вот по Москве буквально в каждом квартале, да, сейчас строится очень много церквей. Эта церковь притягивает молодежь.
Молодежь перестает пить, перестает там колоться, не знаю, там плохими вещами заниматься. Они ходят. А у нас вот, вот Тбилиси еще, благодаря Диме, да, он приучил народ ходить туда, в церковь, в храм. Это большое А вы не значение имеет. задаетесь вопросом, почему это так? Потому что традиция наша, у езидов был Вот всегда только один единственный храм. Это все, переломать. У нас нет реформ, реформаторов нету. Вот, вы сказали важную вещь. Это, вот я вас перебью, вот как это можно, вот непонятно мне вещь, когда говорят, езидам нужно родиться. Да, понятно. Да, ну, есть же люди, которые хотят стать нашей верой, нет? Он женится или берет замуж нашу девочку, да, хороший парень, да. Это же освящение крови, во-первых. Евреи же, они умнейшие люди, они знают, что делают. Да. Почему бы мы хорошо, что говорят ваши друзья, тот же Дима Пирбари? Что говорят эти люди? Вы же общаетесь с людьми из духовенства. Нет, они готовы... Наши вот шейхи, да, они вот, пусть не обижаются на меня, они категорически против, потому что говорят, мало худы, мало медана. Окей. Вот так вот. Ну, этот Тбилиси еще мы компактно жили, буквально весь Тбилиси можно было пешком обойти, так? Знали, где какой шейх живет. А это Москва, это целая вся Грузия буквально. Такая территория огромная. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот когда вы жили в Тбилиси, и к вам приходили эти люди духовные, да, служители культа, так сказать, они приходили с какой целью? Но они приходили, да, понятно, да. Отец мой им платил какую-то дань, вот. Да, или, да, это было так. Ну. Понимаете, вот согласитесь, уже это нарушает целостную картину, понимаете? А это и связывает это и связывает. Ну, ты становишься обязан и подчиняться вот всем духовным, вот, как бы, знаете, вот, ты становишься частью вот этой вот религии. Этой системы. Ну хорошо, это разве заложено где-то, что служитель культа езидизма должен, так сказать, справлять свою прямую обязанность, для чего он, собственно говоря, и вот служит, чему он служит, да? Если он служит во имя Бога, то, значит, вот, ну, этого не должно быть, понимаете, не должно быть. Ну, ладно, не мы с вами это должны решать, эту проблему. Моя вот, как вот, мысль у меня вот всегда везде, когда садимся там где-то встречи, там вот, да, я настаиваю, что нашему народу необходимо иметь Божий дом. Обязательно. Хотя религия запрещает это иметь, да? Но вы имеете в виду храм, да? Храм вы имеете в виду. Да. Хорошо, построили храм. Храм – это стены, его построили. Но пространство храма создается, атмосфера создается теми людьми, которые там служат. Вот как вы быть? Вы же не можете их построить и выстроить по-другому. Ну как вы... семинарии нужны, знания истории вопроса, молитвы нужны, которые входят в это ухо. Это там целый комплекс нужно сделать, целый комплекс. Библиотекой. Вот. Людьми, кто знает, во всяком случае, кто начитан, кто-то откуда-то знает, может, генетически к нему переходит это все, чтобы он обучал бы или писали бы книги, да? Это не приходит, это генетически не приходит. Скажите, пожалуйста, ну, вы себе представляете, чтобы этих людей научить? Они такие же, как мы с вами, понимаете? Просто они родились в этой касте. Но мы же их тоже знаем, правильно? Да, ну, нужно, знаете, чего-то начать, чтобы вот... Ну, наверное. Нужно хороший учитель взять. Вот Дима-то очень хорошо начал. И продолжает хорошо. Так. Вот Царство Небесное в Мирзе, да, вот в Ереване огромный храм построил на свои деньги. Так. И она функционирует очень хорошо. А там есть сейчас перестанем трогать вот это очень животрепещущие вопросы.
Да, она же животрепещущая, но вы сами ее затеяли, потому что вы мне по телефону сказали об этом, и я была крайне изумлена, думаю, ну ладно, я спрошу его. Спросила я вам, знаете почему? Потому что вот та боль, которая сегодня проистекает в лагерях для езидов, где езиды живут, это, вы знаете, это такая огромная вообще боль, это такое страдание, что не говорить об этом тоже мы не имеем права. Ну, конечно, без относительных религий. Вот если, я потому вот говорю, если был бы храм, да, вот от всех людей, которые ходят в этот храм, они обязаны там что-то делать, какой-то взнос какой-то делать, там, или, не знаю, ну, в неделю раз или в месяц раз будут ходить, свечки покупать, я не знаю, там, общение там будет какое-то, да, это уже ответственность. Вот сейчас столько несчастных не было бы, если было бы вот то, что я говорю. Да, храм это очень здорово, но значит... К трагедию нашего народа относимся очень легкомысленно. Легко. Переносим как-то, без воли. Ну, попробуй, среди других наций что-то происходит, когда, да, там все поднимают голову. Это правда, абсолютная правда. Угу. Ну, значит, мы как бы, эта миссия как бы не очень глубоко заложена, или как-то мы еще, так сказать, не ухватились за что-то, за что мы смогли бы, так сказать, не просто наши слова расточать, но и жизни положить. Ну, и тем не менее, я верю, что все будет в этом смысле хорошо. Ладно, давайте вернемся к вам. Вы сейчас готовите выставку к вашему приближающемуся 70-летию, это правда? Да. Ну, я вот уже с 16-го года я подумал об этом, над этим вопросом, думаю, вот столько лет я работаю, да, а своего ничего не имею, в принципе. Меня знают, да? Да. Я же должен показаться, я же должен показать портреты тех людей, которые среди нас, вот, великие люди. Я решил вот, делать портреты видных наших деятелей науки, искусства. Ну, сколько я смог. Сколько я смог. Вот, вы имеете в виду именно живописные работы? Да. Живописные работы имеете в виду или скульптуры? Скульптуры. Бюст я сделал, портрет я сделал. Керем Янкоси, там очень много. Шакрой Ходо, там здешних вот наших знаменитостей, вот тех, кто в Москве. Моего друга Андоя Челдаргуши, знаете, да? Андрея. Слушайте, а где он, кстати, Андо Челгадуши? Я его портрет тоже сделал. Буквально наизусть. А он сейчас в Тбилиси живет? Он в Тбилиси? Да. В Тбилиси. Ой, слушайте, можно коротко расскажу одну историю, со мной и с Андо приключилась. Он вам потом подтвердит. Это было, знаете, в 89-м году. Я недавно, кстати, вспоминала, своей дочке рассказывала. Вот тогда была конференция в Париже международная, которую организовало французское правительство вместе с фондом мадам Миттеран, Альянс Франсезе, Франс Либерте. И вот, значит, а Андо в это время, по-моему, был где-то то ли в Германии, то ли в Бельгии, и он тоже туда приехал. Была Елена Георгиевна Бондар, жена Сахарова, он не смог приехать, потому что был больной, были Гасаратян, Лазарев, Надир Керимович и я. И мы жили, значит, в какой-то там гостинице. Первый день конференции, все, значит, воодушевлены и прочее. И поздний ужин, привезли нас в гостиницу. И мы так, знаете, сели в лобби гостиницы и сидим какие-то такие, в общем, воодушевленные. И тут кто-то говорит: ой, уже поздно, давайте спать, потому что завтра вставать. А я говорю: как вы хотите спать? Там, а что ты предлагаешь? Я говорю: давайте пойдем гулять. 12 час ночи, я им предлагаю пойти гулять. Октябрь месяц. Куда пойти? Мы ехали вообще ни души на улице. Я говорю: слушайте, ну пойдемте на Елисейские поля или на Монмартр поднимемся. Но все решили, что так, ку-ку. И Андо, я говорю: Андо, ну ты же художник. Ну давай пойдем с тобой на Монмартр поднимемся. Он говорит: ну темно, какие художники там рисуют. Я говорю: ну, фонари там горят, музыка играет. Там ночной Париж тоже есть. Что? Ночной Париж тоже есть. Да, но это, понимаете, это я была первый раз, я не знала. Нет, ночной Париж это в летнее время, и ночной Париж, в общем, короче, все, значит, категорически отказались.
Андо я уговорила. Мы выходим на улицу, кромешная тьма. Он говорит, куда идти, знаешь? Я говорю, да не понятия не имею, ну у кого-то спросим. Никого на улице нет. И вдруг появляется какой-то негр, маленький, щупленький. Мы ему говорим, слушайте, как нам он Монмартр подняться? Он говорит, идите за мной. Мы идем, 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 идем. Андо уже весь на нервах и говорит это, да, знаешь, я жалею, что я с тобой связался, он мне говорит. Потому что, а вдруг он нас убьет? Я говорю, слушай, Андо, ну как он нас убьет? Посмотри на него, ну, зачем он должен нас убивать вообще? И, значит, по прошествии какого-то времени вдруг этот негр поворачивается и говорит, ну вот, пришли, типа вот, поднимайтесь. Вы бывали в Париже? Вот на Монмартр, знаете, такая лестница поднимается. В ночи она оказалась, что она уходила куда-то в небо. И Андо со страхом говорит, я ни за что, говорит, не поднимусь по этой лестнице. Ты как хочешь, а я возвращаюсь к тебе в гостиницу. Ну, я говорю, ладно, я уже сама была не рада, я говорю, ладно, возвращайтесь, с трудом нашли эту гостиницу свою. Утром захожу в ресторан, где сидят все эти профессоры, академики наши, и что-то Андо им рассказывает. И то ли Надир Керимович, то ли Гасаратян говорит, Аза, ну как вы могли, а если бы вас убили? Это же был бы международный скандал. Я говорю, кто нас должен был убивать? Ну, эти банды негров. Представляете, он им рассказал, что какие-то негры. В общем, да, был смех и грех. Но интересная была такая, вот вспоминаю сейчас с удовольствием. Вот так ваш друг Андо. Вы напомните ему потом. Я рада, что у него все хорошо. Все нормально у него? Все нормально. Он Тбилиси, я Слава тебе. сколько 3 тому назад там был, мы виделись. Что? Вот так вот. Я сейчас вот у меня где-то 18 портретов готовых. Еще постараюсь 5 штук еще сделать, 5 портретов еще сделать. Витражные Это работы кто, у меня Юра были. Набиев, что ли? Это Набиев, да. Да. А вот рядом там зеленый такой, этот Амиране Салим, если знаете его. Нет, не знаю. Он Гурам Аджоева зять. Зять, говорю, зять, да. То есть он женат на его дочери? Нет, на его сестре. Он Здорово. хороший парень, хороший мужик, очень добродушный. Самый первый портрет я с него начал. Угу. Выразительное такое лицо, характерное, так? И мне очень понравилось. Да. Я с него начал делать тут. Вот так вот. И витражные работы миниатюрные будут. Объемные витражная работа будет. Орнаментального, то, что у вас там, это будет. Ну, где-то работ 35, 30-35 я постараюсь вынести. А это кто? Это кто? Это я, как его, сначала сделал шейх Мирза был в 18 веке. Анкуси был, шейх Анкуси был. И он защищал езидов, воевал с турками. И вот я его макет сделал, потом 2 молодых парня, они мне заказали это, я сделал это все, и пропали они, как обычно. И это у меня осталось. Сейчас я делаю вторую композицию, Саладина. Ну, он же великий курд был. Вот мне ли не знать этого? Тоже на коне постараюсь сделать его. Насколько и успею. Вы хотите это к выставке, к вашей выставке сделать, да? Да. Вот давайте с вами сейчас помечтаем или пофантазируем. Хотите? Давай, с удовольствием. Вы же ученик Зураба Церетели, да? А Зураб Константинович известен как меценат. И вы почетный член Российской академии художеств. Я вот специально выписала себе, чтобы наши зрители знали, кто такой быть почетным членом Российской академии художеств. Значит, почетными членами РАХ могут быть избраны выдающиеся деятели зарубежной и российской культуры и искусства, а также лица, которые своей активной, благотворительной и спонсорской деятельностью вносят значительный вклад в развитие академий и российской культуры в целом.
Вот вы один из этих людей. Я, знаете, о чем подумала? Вот Церетели очень много своих работ подарил своей родине, Грузии, Тбилиси, да? Да, Более да, того, своего Колумба он подарил Пуэрто-Рико, правильно? да. Американцам, Да. американцы дали вот эту территорию. Но неважно, это в Да. дар было от него. Я, знаете, о чем подумала? Вот прекрасный курдский город, столица Южного Курдистана Эрбиль. Это цитадель Эрбильская, которая, ну, входит, я не знаю, в число самых выдающихся творений человечества. 8 тысяч лет там все время Ну, без там отрыва, значит, все все время шла жизнь. видные исторические моменты там проходили. Вот, понимаете, это свидетельство нашей древности, нашего духа, нашего народа, нашей культуры. Почему бы, вот сколько людей, мы сейчас вот недавно говорили об этом, я уверена, что есть огромное количество людей состоятельных, состоявшихся и понимающих ценность вот этого. Вот если бы вот там, рядом с этой Кала, как курды говорят, это блестящее ожерелье Эрбиля, если бы вы сделали бы работу, ну не такую огромную, не как Петра Первого и не как не Колумба, не под 100 метров, а нормально, как памятник, допустим, Жукову, да, маршалу Жукову. Ну, можно они сделать, И понятное дело, что это все-таки дорогое удовольствие, вы один, может, не потянете. Но богатые курды, богатые езиды, я не хочу сказать езиды, богатые курды, потому что мы все курды, они бы смогли бы, наверное, эту работу вам Аза, знаете, оплатить. мне очень трудно, потому что вот насколько я знаю, так, у нас наш народ не готов вот на такие вот вещи пойти. Они А готовы, давайте мы скажем, на сейчас вот им свадьбах, да, скажем, на таких вот давайте мы мероприятиях обратимся к ним. увеселительных, да, выбрасывать пачками деньги. А вот на благодарительность, Знаете, а может быть, мы с вами ошибаемся. Может, мы правда, мы не знаем, какие они, какого высокого духа эти люди. Давайте обратимся к ним. И вы да, я сделаете вот сейчас прекрасную работу. недавно познакомился с двумя молодыми людьми. Ну, Они представляют правительство Курдистана. так, Здесь я познакомился, так, здесь познакомился, они видели мои работы и интересовались очень мною, и искали там, и Юра Набиев дал им мой телефон, они созвонились, мы встретились, там поговорили, в общем, перспектива есть, обещают, говорю, я вот столько работы я сейчас вот сделаю, вынес на, как его, показ народу, так, потом что мне с ними делать? Вот я не знаю. Я в говорю смысле, им, как? вот столько работы остается, да, если вы там организовали бы, я с удовольствием говорю. У нас в Эрбиле, да, А вы нет таких знаете, мест, что чтобы в вот Эрбиле гости есть... приезжают, нам Вы нечего меня не показать. слышите? Слушайте, в Эрбиле, в Сулеймании есть музей искусств. И в Дохухе есть. Вот, пожалуйста. Ну Вы вот я с подумайте о удовольствием, Саладине. Мне если кажется, эта идея они, прекрасной. я с ними, вот я предложил, я этот, все, скажем, вот столько работ не смогу перевести туда, но если вы поспособствуете, поможете мне, я могу это перевести и подарить родному Да, городу. И все, замечательно. предложить свои вещи, вот скажи, я могу вот это сделать, так? Если они в состоянии, вот скоро будет встреча, если они будут в состоянии, Так, могу и сделать там. я думаю, что Вот да. скажем, Послушайте, в Москве представитель Курдистана. Вы знакомы близко с Юрой Набиевым. Он возглавляет конгресс, ну, диаспору, что ли. да. Множество путей, понимаете, было бы желание. Это исполнимая вещь. Вы понимаете, что, ну, вот это, Родная вот моя, ваш статус, это очень тяжелая ноша. Я вот столько нет, это работ не делаю, это тяжелая ноша, все. это важная ноша. А знаете, вот Ну есть такое я выражение, пошел своя на этот шаг, ноша не тянет. Тимур, своя ноша не тянет, какая бы она ни была. Вы подумайте об но этом. я не Давайте мы с бизнесмен, вами еще понимаете? раз Я вернемся я к творческий этому. работник, я художник. Я не бизнесом
очень далек. Вот, а сколько у нас бизнесменов в Москве одной? Я с ними лично не знакома, но с двумя-тремя знакома, да? Ну, давайте обратимся к ним. Я наверняка уверена, что, может быть, они не сегодня, но в какой-то день посмотрят нашу с вами вот беседу эту. Ну, я Господа, вам говорю, вот я пожалуйста. памятник, вот макет сделал Шейх Мирзе, да, на коне, Да. пластилине сделал. Вот мне ребята пришли из Новосибирска. Я им сделал это все, и пропали они. Ну, слушайте, я вам не о ребятах из Новосибирска говорю. Я вам говорю о государстве Курдистан, о столице. Я вам говорю о памятнике Саладин. Понимаете, это личность, которой гордятся весь мир. Это один из первых, ну, героев, так сказать, курдского народа. Великая личность. Великий Великая полководец личность. всех времен и народов. Ну, Теур, не отказывайтесь, пожалуйста, подумайте об этом. Ну, я вот делаю, я к выставке этот макет сделаю, посмотрим. Если Бог даст туда отвезти, показать им, это также не делается сейчас. Здесь сфотографировал и Нет, там это не показал. то, что вы Не поедете, воспримут. покажете. Это, ну, живем отвезти туда, живем. И Да, но показать, я имею в виду представить. большой памятник. Не этот маленький для выставки 50 на Ну, 50, а для хотя бы вот, выставки я маленький сделаю макет, ну, понятное пластилин. дело, да, Да. да, да. И вот Ну, мне эта идея очень посмотрим. нравится. Если Так здорово, заинтересуюсь, что я она... приглашу с посольства людей, вот этих представителей правительства Курдистана, Конечно, приглашу их. Я даже конечно. думаю, если вот кто-то из Курдистана, видный такой начальник, приедет, так, к тому времени мне, вот, скажем, подойти, и чтобы совпадение было, их, и моя выставка, и их визит. Если, Ну, понятное скажем, я дело, но вы хочу в знакомы с ноябре сделать. Донаром? Вы с Донаром знакомы? Мы плохо друг друга слышим. Вы с Да, да, Донаром да. Вот с знакомы? ним я Ну говорил. вот слушайте, он на то и он и представитель, чтобы вы подобного рода вопросы с ним обсуждали. Я с ним говорил, он во многом очень со мной согласился, обещал все это реализуемо. Это небольшие Вот, деньги. я тоже об этом говорю вам. Это небольшие деньги, Так что но посмотрим. вы представляете, вот вы на минуточку представьте, что ваша работа в музеях Эрбиля и Сулеймании, что ваш Саладин, гордо восседающий на этом вот коне, он перед одним из входов вот в эту цитадель. Но это же на века, это такой дар, это такая эмоция, это такая вообще, так сказать, вот для чувства национального, ну, какой-то гордости, что ли, для каждого из нас. Это очень значимое явление, и значимый будет факт. Я очень надеюсь, что кто-то из тех, которые владеют ситуацией и не просто так говорят, что они там патриоты и любят свой народ, а, ну, на самом деле, Ну, это между нами потому что говорят, знаете, если если человек 5 соберется, больше и не надо. Больше и не надо. Это небольшие, не так уж на сегодняшний день это не очень большие деньги. Зато абсолютно, на века конечно. величественная вещь. На века. Да, вы понимаете? Вы знаете, вот Курдистан же собирается, он поручил, значит, вот открыть музей истории Курдистана Либескинду. Знаете, да, такой архитектор Либескин, знаменитейший Либескин. Он уже проект готов, просто вот война с ИГИЛ смешала карты и немножко отодвинула, но это будет. Вы понимаете, какие великие люди работают, ну, на благо Курдистана. И есть понимание того, кого надо приглашать. Я вас заинтересовала, надеюсь? Ну-ка, и что, продвигается это дело? Конечно. Это Так очень, что вот, очень, очень, очень величественно. У меня даже, знаете, знаете, вот я... идея есть, у меня идея есть, скажем, огромное яйцо сделать, огромное яйцо, высотой, скажем, метров 30, объемное, из Вы стекла. ученик ТВТ, понятно, метров 30. Дальше. Да, метров 30, яйцо огромное сделать, вход туда, и всю историю Курдистана. Начиная от Вавилона и всех героев, там, ну, там очень сложная работа, но нужно подумать так вот. Слушайте, как Очень здорово. многофигурные композиции там, не знаю, нужно привлечь очень много людей, чтобы вот это все обогатить. Вы знаете, А прекрасная идея, яйцо мне это очень как бы, знаете, нравится. вот это зарождение жизни, да? Да,
А у Церетели есть тоже работа «Рождение жизни». Да, небольшая даже установлена в Париже и еще где-то, по-моему, да, в Америке, да? Его вот это «Рождение жизни», знаменитая скульптура, тоже, по-моему, что-то такое, уже неплохо помню. Так и называется «Рождение жизни». Перед ЮНЕСКО есть небольшая, по-моему, вот модель этой его структуры, этой его скульптуры. Ну, у него в Испании Колумбу, так, в яйце. Так, ну не совсем а вот яйце, то, за что я говорю. рождение жизни у него что-то здесь в Москве есть. Да, может в Испании, не помню уже. В Москве здесь есть вот. У него в галерее там макеты есть такие, этой работы. А где ваша мастерская находится, в которой вы работаете? Ну, у меня мастерская, я и дома работаю. У меня частный дом. А работа у меня на Авиамоторной улице. Там огромная так ваша мастерская прям вот при вас, да, вот где-то вы тут сидите, и мастерская вот тут же, да, в этом же доме, да? Да. Ну, здесь маленькие вещи. Работа у меня грязная. Да. Пластилин, там, это глина. Правда. Да. Гипс, когда будет отливают. ваша выставка? Когда будет ваша выставка? Выставка когда намечается? В ноябре. Не забудьте меня пригласить. Доме национальности я уже готовлю, вот там Эко занимается этим делом. Какая Эко? Девочка. Вот Кулихана, если знаете, вот помните, художник. Конечно. Вот его дочка. Его дочка? Да. А вторая дочка, да? Не Бела, а вот Эко, да? Эко, да. А Бела, она замужем, она... Ну, я знаю Белу, что хорошо. Вопросом. Вот где-то хочу очень 16 ноября, как раз к дню рождения моему. Ну вот хорошо. Или в конце ноября. Слушайте, я хочу сказать, что мне было очень приятно с вами пообщаться. Я думаю, что мы на этом завершим. Вы не забывайте о той идее, которую я вам предложила. Может, мы еще с вами ее обсудим. Вот. И я очень надеюсь, что правда, честное слово, вы стали, лично для меня вы стали открытием, потому что, ну, мы с вами как-то виделись в РИА Новости, это был такой эпизод, да. Но вы вот знаете, да, напомнить. Очень здорово, что вот мы с вами сделали эту беседу. Созвонимся. Отлично. Ваш телефон у меня есть. Мы где-нибудь встретимся, сядем и поболтаем. Да, как только пандемия закончится. Помышляем, там, поговорим на эту тему. Это очень серьезная тема. И интересная. Да, на самом деле, да. Может, Юра что-то подумает, может, Донат послушать, что-то такое подумать. И наши богатые курды подумают об этом. Они есть, я знаю точно. Я очень сомневаюсь в наших. Если там в Курдистане... А я не сомневаюсь, знаете, вот мы так... Нет, послушайте, вот мы все время говорим, ой, я сомневаюсь, мы не такие, мы именно такие, какие надо. Вы знаете почему? Я это, так сказать, говорю с полной уверенностью. Мы сохранились на протяжении таких тысячелетий, такого кровопролития. Но мы же с вами есть, мы никуда не подевались, мы не забыли свою культуру, свою историю, свои духовности, свой язык, такой богатый, с таким огромным количеством диалектов. Кто может этим похвастаться? Нет, мы то, что надо. Просто немножко мы, знаете что, у нас есть одна не очень хорошая черта, может быть, мы не храним свое, понимаете? Мы с удовольствием видим, как у нас разворовывают у нас все. И мы смотрим на это так, знаете. Да, но мы великий народ, и я думаю, что у нас наш ренессанс еще впереди. Я вас обнимаю. Спасибо большое за этот разговор. Вам спасибо за встречу. Мне очень было приятно с вами пообщаться. Я рад, что мои мысли услышат тысячи людей благодаря вам. Да, они правда будут услышаны. Чего-то, какой-то мизер может и исполниться. А знаете, дорогу осилит идущие. Если только сидеть и разглагольствовать, мы никуда не пойдем. Мы должны идти. Вот когда ты начинаешь идти безостановочно. Иногда, знаете, бьешься в одну стену, она не ломается. Знаете, значит, не ту стену мы бьем.
Стен же Можно. много, в принципе. Она же не одна. Давайте найдем другую стену, которую мы расшибим, понимаете? Своей энергией, своей любовью, своим желанием. Все зависит от нас, Тимур. Я вас Да. обнимаю. У вас такая семья прекрасная. Здоровья всем. Берегите себя. И спасибо нашим зрителям, которые нас слушали. Всех благ И вам. Вы спасибо очень Маруфу. благородно делаете доброе дело. И на этих наших передачах, ваших передачах растут, наверное, и молодежь растет, Ну, и может будущее быть, поколение хочется в это растет. верить. Всего доброго. Спасибо. Спасибо Обнимаю вас и огромное. целую. Значит, мы Я созвонимся тоже. на эту тему. Мне очень понравилась эта тема. Поговорим. Ну, знаете, тем И очень решим, много. Может, мы как еще с вами там действовать. потом что-нибудь. Юру Да, приглашу еще. да, это Навеева. правда. Да, 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 Хорошо. да, да. Целую вам. И всех благ. Удачи вам. Вашей деятельности. Это Спасибо вам благородно огромное. очень. Спасибо. Боритесь. Спасибо тебе огромное, мой дорогой. Приглашайте нужных людей, видных людей. Да, И пусть они покажутся народу. Кто они, что они. хорошо. Вот летом ожидается фестиваль курдского кино. Уже министерством утверждено. Две роскошные Я девочки, буду. курдянки, дочка Керема Гарданзари и его внучка. Они кураторы этого фестиваля. Так что нам еще предстоит увидеть творческую нашу киношную публику курдскую и артистов. Я надеюсь, что вот там Это тоже когда вы будет? что-то подчеркнете. Когда будет? Вот насколько я помню, это то ли в июне, то ли в июле. Ага. Ну, к тому времени мне Да. что-то интересное будет еще новое. Ну вот, видите, Маруф куда-то ушел. Маруф, милый, мы закончили. Дорогие А он зрители, спасибо огромное за кофе терпение.